Вот да, сегодня пришли с таким замечательным рецептом. Готовим тыкву. А вообще, часто бываете на кухне? И как бываете? В качестве повара или только поужинать, пообедать? Ну, как инструктора. Как инструктора. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Как всегда, для вас самые лучшие рецепты и самые интересные гости. Сегодня с нами готовит татарский вокалист, народный артист Республики Татарстан Азат Тимиршаих. Азат абый, сәнмесез? Приветствую вас! Салям, 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 Руслан. Добрались вы и до нашей программы. Спасибо за приглашение. И не с пустыми руками, я смотрю. Вот диск с моими песнями и тут типа афиш. Афиша. Приходите на концерт Азата Тимиршаих. Азат Тимиршаих, народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист Российской Федерации. Родился 10 апреля 1958 года в Актанышском районе Республики Татарстан. Окончил Елабужское культурно-просветительское училище и Набережно-Челнинский педагогический институт. Азат Тимиршаих – лауреат и дипломант различных вокальных конкурсов. Его биография непроста. Он работал директором ДК в родном селе, отслужил в рядах Советской армии. Затем строил КАМАЗ, работал на заводе, в том числе начальником сварочного цеха. Одновременно с этим вел кружки самодеятельности, возглавлял Дом культуры в Набережных Челнах, был солистом ансамбля «Булгары». Вот уже 15 лет Азат Тимиршаих живет и работает в Казани. Большое спасибо, Азат абый, Бигзур Ахмед, спасибо за диск. Но вы же знаете, есть у нас правило, подарок-то это не главное, хотя тоже приятно, а главное вкусно накормить ведущего программы, то есть меня. Что будем готовить? Будем готовить вакбалиш из тыквы. Как раз сейчас уже поздняя осень. У всех есть свежий тыква. Урожай. Да. Что за сорт тыквы, вот, который вы принесли сегодня? Был сары кабак, желтоплотный. Желтоплодная тыква. Да. С вашего огорода, наверное. С моего огорода. Начинаем готовить. Мы прежде всего, наверное, приготовим тесто. А, Руслан, тебе тоже работу дам. Ну, разобраться с тыквой. Да. Так, тесто какое мы готовим? Я вот вижу, здесь у нас сегодня есть дрожжи, дрожжевое. Да, дрожжевое, да. Ну, Азат абый, начинайте с тестом. Я сейчас порежу тыкву. Ну и мой любимый вопрос, он, в принципе, один из главных вопросов про кухню. Вот да, сегодня пришли с таким замечательным рецептом. Готовим тыкву. А вообще, часто бываете на кухне? И как бываете? В качестве повара или только поужинать, пообедать? Ну, как инструктора. Как инструктора? Как я, вот, жена меня прекрасно готовит, Рамзия. Я ей утром, когда на работу уходим, задание даете, да? На вечер уже даем, уже так, обговариваем. Меню. Азат абый, ну понятно, супруга готовит. У меня, кстати, тоже очень вкусно готовит. Но вы вообще сами, может, когда были студентом, готовили хоть что-нибудь? Коронные блюда какие у вас? Тогда картошка была. Картошка, она всегда была. Картошку жарили, и то не досталось нам. Кто-то из соседней комнаты. А в общежитии вы жили? Да. Ну, жизнь в общежитии – это вообще отдельная история, конечно. Ну, а хорошо, блюда из детства, которые вот мама вам готовила. Может, что-то в печке готовили? Ну, да. Дровяная печка. Каймак, балыш, тригу. Ну, все это, которые уже, что у нас в татарской кухне есть, все, мама все это умела. Она сестрам тоже передала. Наверное, со стороны мы смотрели, наверное, видели вот это вот блюдо. Вакбалиш с тыквой. Вот как-то... Тоже мама готовила? Да. И оно как-то осталось в памяти? В памяти осталось. И хочется вот этот вот, именно вот этот момент осенью. Потому что новый урожай. Так вот долго не сохранишь. Кстати, вот я тыкву почувствовал, смотрите, какой аромат у нее. Прям, да. Ну, видно, что действительно хорошо поливал. Свежий тыкву, хорошо поливали. Так, из чего мы делаем тесто? Мука, дрожжи. Мука, дрожжи. Что еще добавляем? Яйцо. Одно яйцо, да? Да. Так, пожалуйста. Руслан, наверное, немножко посолить надо и немножко сахара. Так, ну рецепт ваш, пожалуйста, все у нас есть. И сахар, и соль. Азат абый, ну расскажите, вот жили вы в Актаныше, в Актанышском районе. И сразу начали петь? Вот как вот в детстве творческий путь-то у нас начался? Или все-таки мечтали стать, как раньше, все космонавтом, инженером? Да нет, я с 5 лет уже, отец, когда с друзьями домой приходил, они меня слушали, я
меня поставили на табуретке. Первая сцена у вас была Да, табуретка вот деревни. это для меня сцена была. Ага. Тогда еще мы про микрофон И не не знали. знали даже? Знать не знали еще. Ну вот, школьные годы тоже самое уж, самодеятельность там. Ну, у вас родственники пели, бабушки, дедушки, кто-нибудь? У нас в семье все родственники играют, поют на торжествах, семейных праздниках. У каждой есть своя песня, мы уже знаем. Это апа, божерная жерла. То есть у каждого визитная жерла. карточка, да, уже? Да. Ну, у вас тоже много песен, визитных карточек, да? Но я тоже, конечно, хочу, чтобы вы сейчас что-нибудь исполнили. Наши зрители, это у нас традиция. И чем больше песен поем, тем вкуснее блюдо получается. Но здесь у меня вот небольшой вопрос. Вот вы всегда на сцене, когда поете, всегда рядом стоит у вас баянист. Баянистов-то у меня много было. Ну, последние, когда в Казань переехал, тут уже Таис Хусаинов и Риф Карамутдинов. Вот Риф сегодня со мной приехал поддержать меня и попробовать вакбалиш, Вот как я у меня говорю. получается. Ну, раз уж он здесь, давайте его пригласим к нам. Да. Заслуженный артист Республики Татарстан Риф Карамутдинов. Tumanlı kebek küs paraşın Utkeleven yuqa tigirdir Yayılmayşı bağırım yazığa gelem erinülerin basıp küngülümden yayılmayşı bağırım yazığa gelem erinülerin basıp küngülümden erinülerin basıp küngülümden. Азат абы, кабак у меня готов, тыкву я нарезал, но надо, наверное, меньше, да? Да, маленькие куски. Ну, Какие примерно? Это крупно. Дай покажу вот так вот. Ну, я самое главное почистил и так. Потому что у нас у каждого гостя своя рецептура. Вот говорит, что только жена готовит, а сам смотри, как справляется. Все, задание понятно. Ну, Будем выполнять. в армии тоже приходилось заведовать пекарней, Ну, мне банно-прачечной и со столовой. Ну, это как директор были, можно сказать. Ну, да, Если столовая в ваших руках, это все, служба удалась. и солдатская столовая, и офицерская столовая, все было под моим четким руководством работали. То есть после деревни вы поехали в армию, попали, а потом уже как в Казань-то поступили? Нет, я после школы приехал в Казань Угу. поступать в педагогический институт. Отец у нас всегда говорил, надо учиться на преподавателя. Экзамен сдал, жду ответа, вызова нет. Я одновременно на Елабужский культурно-просветительное училище. Подали документы. Да. Ага. Ну, там приняли меня. Из Казани вызов 15 сентября получаю, что приехал учиться в Казань. Угу. Ну, я остался в Елабуге. Все-таки песня ближе была, по моему мнению. Учились в Елабуге, потом пошли в армию, вернулись. И дальше что было? Вернулся, остался в деревне. Первый парень в деревне. Который умеет печь хлеб. Работал в 4 работах. Директором Дома культуры, секретарем комсомольской организации, спортинструктором и художником. Вот это серьезно. Тогда я получал, знаете, 450 рублей на вот. Мне кажется, вся деревня столько не получала, сколько вы получали. Азат Абаевич, такой шикарной зарплатой, столько интересных работ у вас было. И как в Казани-то очутились? Забрали вас такого талантливого, сказали, нам такие нужны в столице? Знаешь, Руслан, тогда
коммунистическое время было, Ага. партии. Партия сказала, да? Весь молодежь в Челнах КамАЗ строили. Мгм. В деревне сколько там, 3,5 года был, поработал и переехал в город Набережные Челны. Там я вот на большую сцену как раз и у меня там и началось творчество. Такая энергетик, знакомство с композитором Ильгизом Закировым, вокальный ансамбль. То есть серьезный Шурпан. такой этап в вашем творчестве – это город Набережные Челны. Да, да. А мы возвращаемся к нашему блюду. Тыкву я уже нарезал, она готова, 2 начинки. Что у нас с тестом? Тоже нормально, сейчас уже, наверное, чтобы настоял. Так, давайте мы его сейчас накроем. Да. Так как у нас тесто дрожжевое, оно должно отстояться немножко. Чтоб тесто достоял, мы, наверное, в музыкальную паузу переходим, наверное, С Руслан. удовольствием послушаем еще Вот одну эта вашу песня, песню. как-то в 80-х годах я в конкурсе участвовал. Наверное, не первый, наверное, я не помню сейчас уже. Ну, я места, какие-то вторые, третьи места. Давайте скажем, что Занимал. давайте скажем, что выиграл с этой песней конкурс Азат Тимиршаев. Слушаем. Татар халық жыры үнсе. Біздің ауыл ісlerinde yıldız yana yaktırak şu yıldız yana yaktırak. Oyga da yıldız büyük yakın sinigene minen yarak. Oyga da yıldız büyük yakın sinigene minen yarak. Oyga da yıldız büyük yakın sinigene minen yarak. Бекзат Рахмет. После небольшой паузы мы продолжим готовить вак-бэлиш из тыквы. Оставайтесь с нами. Дорогие телезрители, вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем готовить сегодня кабак-бэлиши. И в студии у нас народный артист Республики Татарстан Азат Тимиршаев. Азат, а мы еще раз приветствуем вас. Сейчас расскажем нашим зрителям, что же мы сделали. Так, сначала тесто Сейчас дрожжевое. тесто готово. Сейчас я буду заниматься с тестом. Наверное, тебе придется здесь Значит, фарш надо делать. С рисом надо. Так вот сейчас перемешать. Да, посолить, рис мы заранее отварили уже. Посолить. Немножко сахара. В начинку, да? Да. Так, ну все, я это смешиваю. Да. Так. От этого зависит вкус Нашего блюда. вак-бэлиш. От этого зависит от тебя, Руслан, ты знаешь? Я постараюсь. Да. Постараюсь. Азат Абы, ну продолжаем рассказывать зрителям историю вашей жизни. Что интересного еще было в Набережных Челнах? В Челнах меня семья мы создали с Рамзией. 2 детей, дочь и сын. Дети родились, уже садик нужен, школа, договориться надо. Для этого приходилось и на заводскую систему идти, и проработать там во дворце, культура, ратник, директором, художником 5 лет, потом 12 лет директором Дворца культуры. Но я с песней всегда рядом был. Концертные гастроли всегда были Пермский край, Удмуртия, Башкортостан, Свердловская область, Тюмень, То есть, несмотря на то, Курганская что область. и в ДК было много работы, все равно гастроли не останавливали. Да, так у нас была договоренность с генеральным директором, так было, потому что он знал, что я певец. Ну, работа кипела тогда. Потом дорога мне уже в Казань, потому что сын и дочь поступили здесь учиться. И потом только вы переехали. Да, мы с женой, с семьей обговорили все это хозяйство. Давайте переехать в Казань. В Казани уже тут с 2001 года. Уже 15 лет в этом году. Да. Так, начинка у меня готова, Азат Абы. Все. Помогай тогда мне рассказывать. Да. То есть мы тесто разделили на небольшие кусочки и делаем шарики. Шарики, да, чтобы они стояли чуть-чуть. То есть они должны немного отстояться. Да. Ну, так как у нас тесто дрожжевое. Так. Ну, в Казани, получается, вы уже 15 лет живете. Ну как, тяжело было вообще, нет, переезжать из Челнов? Или все-таки Казань, она по-своему влюбила в себя? Ну, для меня что тяжело? Все работники искусства уже знакомые были, тут уже друзья. Как к себе домой, можно сказать, приехать? Да, ну, в Челнах-то я просто встречал этих артистов, домой приглашал. Ага. Женой угощали, бэлиш, там все это
татарской кулинарии. Ну, здесь, в Казани, тоже эти же друзья поддерживали первое время. Да, город, мегаполис большой здесь, в Казани. Ну, не потерялись, нормально все. В Челнах, когда работал уже там, репертуар набрал, сколько там песен, 500 песен. 500 песен? А как вы вообще запоминаете песни? Память-то нормально пока. Пока. Но раз с памятью все хорошо, с нашим блюдом тоже все отлично, я предлагаю еще одну песню сейчас для наших зрителей спеть, а потом уже будем собирать наш вакбалиш. Да, наверное, Руслан, песня, наверное, будет, это коренная песня, наверное, которые зрители любят вот эту песню. «Бір елғаның екі ярында», в переводе «На двух берегах одной реки». Послушаем. Да. Қайғыларыны ташлайым деп ялғыш, бақытымны суға салғанмын, һәм көпірсіз йылға, ярында мен, күйме кетіп, ялғыз қалғанмын. Һәм көпірсіз йылға, ярында мен, күйме кетіп, ялғыз қалғанмын. Ну, Руслан, сейчас, наверное, вы будете раскатывать, я буду сейчас... Так, давайте. Какой примерно размер у нас должен быть? Вот так вот, нормально? Еще раскатывать еще, надо. Да? Толсто будет это. Так. Мы крышечку не делаем, да? Как крышечку не делаем, вот так вот. Бребез. Защипываем. Да, вот защипываем вот так вот. Так, ну, Азат Абы серьезно готовился, я смотрю. О, получается, у вас... Готовиться, не готовиться. Ну, что я умею? Я много блюда не умею. Ну, Ага. Ну, это я могу. Это я могу. Я могу макароны по-флотски. Готовить. Вот секрет, это в конце программы начал говорить. Лучше раскатывай, Руслан, это толсто сделайте. Да? Да. Сейчас сделаю. Так, я вот покажу нашим зрителям. Вот такие вакбалиш получается, без всякой крышечки. Тут маленькое отверстие. Отверстие остается. Да. Угу. Кстати, в отверстие, мне кажется, можно в конце и добавить сливочного масла. Для тех, кто любит. Так, вот еще одна. Азат Абы, что еще можно интересно про Казань рассказать? После переезда. Казань меня хорошо воспитал. В творчестве тут уже конкурентов очень много. Творчество надо... Ну, качество было. Должно быть все на уровне. Да, на уровне качества исполнения. Новые друзья. Но вы не пожалели о том, что с Челнов переехали? Ну как же. Казань, он есть Казань, столица. Здесь дети уже свою семью создали. Тут появились внуки, 6 внуков сейчас. 6 внуков. 6 внуков. Это вы серьезный дедушка, Да. получается. 6 внуков. А наше кулинарное дело тоже идет полным ходом. Так, сейчас мы смажем противень растительным маслом и отправим их в духовочку. Сколько готовим их, Азат Абы? По времени примерно. 25 минут. Это максимум, да? Да. Но пока сейчас я их переложу, расскажите, пожалуйста, вот о детях, кстати, они тоже артистами? По вашим стопам пошли? Они музыкальную школу закончили, по моим стопам не решились. Сын у меня юрист, дочь воспитательница детского сада. Она еще дизайнер. Артистом делает, украшает платье, там, все это блесками там со всеми разными. Она дизайнерские тоже дела. творческая личность. Да. Ну а мы первую партию наших вакбалиш отправляем в духовочку и совсем скоро их будем пробовать. Вакбелеш с тыквой. Для начинки тыкву очистили и нарезали кубиками. Отваренный рис смешали с тыквой, добавили соль и сахарный песок. Из молока, дрожжей, яиц, масла и муки замесили тесто и дали ему подняться. Далее тесто разделили на небольшие кусочки и раскатали их в лепешки. В середину каждой лепешки положили начинку, края приподняли и защипали в сборочку. Приготовленные таким образом вакбелеши положили на противень и отправили в духовку на 40-50 минут.
Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. Азатабы, Риф, все у нас готово. Прямо сейчас я предлагаю попробовать настоящие татарские вак бәлеш кабактан. Бисмилляйтып. Так, вот как молодец. Сразу сначала гармонисту любимому. Гармонисту обязательно, это правая рука. Ну, бисмилля рахман рахим, пробуем. Азатабы, во-первых, я что хочу сказать. Я очень люблю блюда из тыквы. Ну, а вак бәлеш получился просто настоящим таким деревенским, сочным, вкусным, сладким. Руслан, еще один секрет. Для человека тыквенные витамины раз в год надо кушать. Раз в год. Как минимум. Не каждый день. Азатабы, очень вкусные получились вак бәлеш. Я Бигзур Ахмед, большое спасибо. Спасибо, что пели сегодня для нас. Но я все-таки хотел попросить, чтобы в конце еще одну красивую песню исполнили вместе с Рифом. Ну, ауылки, деревенские напивы. Ярыдыр бит инде? Конечно, конечно. Büyük dağının başlarında oturup uyladım. Oturup uylar için üskün iken buylarım. Oturup uylar için üskün iken buylarım. Garmon bölekey bulsa da eyte ol kireklerin. Sikirip sularga düşersin, yonsu yerç yürekeyin. Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас каждую неделю. Азат Тимиршаев, Риф Тамрадинов и Руслан Шарапудинов готовили для вас. Çıkan şakta küterildi tamanlar. Dünya halin bilip olmay sağ bulağız tuğanlar. Dünya halin bilip olmay sağ bulağız